Здравствуйте, дорогие туркменистанцы. Салам, хурматлы ватандашлар. Обращаюсь к тебе, Сердар, как к человеку, чья родня использует беззащитных женщин ради прикрытия своей коррупции. Сегодня я говорю о Джамал Базаровой, жительнице Лебапского вилаята, матери-одиночки, матери двух маленьких детей. Она стала жертвой сфабрикованного уголовного дела со стороны силовых структур Туркменабадского вилаята. Ее преследуют, ее лишили паспорта, ей угрожают тюремным заключением, ее принуждают к даче ложных показаний, допрашивают с применением психологического давления. К свидетелям также поступают угрозы. Силовики прямо сказали: арестуем, несмотря на 2-летнего ребенка. Сердар, я тебе говорю и твоему отцу, это при вашей власти происходит эта ужасающая ситуация в Туркменабаде. По словам местных жителей, сигаретный бизнес курирует Шамы. Всем известно, что он твой двоюродный брат, который использует туркменабадскую оптовую базу с тем, чтобы государственные магазины продавали сигареты низкого сорта Туркмен-Чилим в нагрузку на сигареты высшего сорта из расчета по одной пачке к пачке сортовых сигарет. Продавщицу 58-го магазина Джамал Базарову как удобную жертву, чтобы скрыть недостачу в торговых точках, заставляли продавать сигареты без документов, отчитываться за непоступившие деньги, работать под принуждением. Как только она начала сопротивляться, начались репрессии. Следователи Аширгильды Мусаев и Бахтияр Мурадов, Мусаев при этом орет на Джамал, пытается ударить ее папками по голове, кричит на женщину и говорит, что она пойдет на длительный срок в Абадан-ДП. Требую принести деньги. Ты что там, Мусаев? Совсем с ума сошел, что ли? Тебе кто дал такое право? Ты вообще кто такой? Урод! Сердар, это только при вашей власти с отцом. Эти твари прокурорские так себя ведут. Я вас всех прекрасно знаю. И знаю, как вы можете себя вести, нелюди. Зверское отродье! Вам что надо от этой женщины? Нашли крайнюю? Мало того, так вы, оказывается, обязаны эти конфискованные деньги отдать фонду Бердымухамедовых. Джахан, так вот как вы работаете с вашим отцом в вашем фонде. На эти окровавленные деньги и слезы туркменских женщин и детей ты строишь из себя благодетельницу? Ты мать и женщина. Кроме всего этого, ты еще и врач. Совести у тебя нет, как и у твоего отца вместе с твоим братом. Сама ходишь в золоте и бриллиантах, строишь из себя добренькую, а на самом деле туркменские женщины страдают, на них вешают уголовные дела. Есть такие в Туркменистане женщины, что бросают своих детей на мусорных свалках. И если только уборщицы найдут этот сверток, то благодаря только этому эти дети остаются в живых. Вы даже не поставили вот эти бэйби-боксы, где можно просто анонимно прийти женщине, оставить ребенка, если она не хочет, и уйти, но ребенок будет в безопасности. Твари вы! При этом вот эти дети брошенные остаются в мусорках, и их могут сожрать собаки. Твари вы! Кто вы, люди? Посмотрите, что они сделали со страной. Джахан, ты подключилась к своему отцу и брату выколачивать деньги у наших бедных женщин. Вы за счет них хотите быть хорошими, в то время как они будут гнить в тюрьме? Ведь там идиоту понятно, кто должен отвечать. Это Мирдан Хайрулаев, Зафар Сапаров. Вы что, их не привлекаете? Вы что сделали крайней Джамал Базарову? Я вас спрашиваю.
Вы уже отняли машину БМВ у Рахимджанова Азиза. Вы даже ему не выдали никакого документа об изъятии. Кто вы? Все? Вы нашли крайних? И у вас там все схвачено, да? Вы считаете, что вам все можно? Сердар, ты якобы строишь из себя с отцом, что вы управляете государством. Но это уже не страна. Это ад для народа Туркменистана. Люди, вы посмотрите, что они творят. Вы посмотрите на эти издевательства над нашими женщинами. Я вам всем говорю, так продолжаться не будет. И этот беспредел все равно закончится. Мы держим эту ситуацию на контроле. Если что случится с Джемал Базаровой и Азизом Рахимджановым, мы доведем до всех международников, как Бердымухамедовы пополняют свои фонды. Сердар, ты слышишь меня? Народ имеет право. Халкын хакы var.